На выставке представлены 3 отдела Госмузея: современный, отдел древней истории и отдел этнографии. Основу выставки составляют исторические документы, такие как знаменитое предсмертное обращение наместника Кавказа Шервашидзе к абхазскому народу, обращение представителей абхазского народа к наместнику на Кавказе о несправедливом отношении к абхазскому народу со стороны административных органов. Послание Георгия Михайловича Чачба-Шервашидзе. И когда вы читаете это послание, такое впечатление, что он говорит о сегодняшнем дне, как надо бережно относиться к своему народу, к своей культуре, к своей земле. Это письмо находится оригинал в Тбилиси, к сожалению, как и многое другое, а мы просто копию имеем. Но просто письмо настолько интересно, что хочется очень большими буквами написать, и чтобы прочесть могли современные абхазцы, как нужно относиться к своей родине, к своей земле, к своему народу. Главный хранитель музея Любовь Дзыба-Авицба проработала здесь более 40 лет. По ее словам, идея подобной выставки вынашивалась давно, но только сейчас, к столетию музея, смогли ее реализовать. Здесь также выставлены предметы естественной истории, археологические и этнологические коллекции, собранные в течение длительного времени на территории Абхазии. Они представлены в виде ритуальных предметов, оружия и тканых изделий. Немало здесь предметов с уникальной историей. Вот в этой витрине вы видите кофту, которую носила мать Пантелеймона, архимандрита Ачандарского прихода. Вот он работал священником Ачандарского прихода, а его мать была по фамилии Богателия. Она носила вот эту кофту. И она, вот прожив столько лет, сохранилась вот в таком виде. Приглядеться, можно подумать, что эта мода совсем недавно была, кажется, когда приглядываешься, да? А вот столько лет она у нас сохранилась. Много предметов из коллекции археологов Гунба, Скакова, Джопуа и других. Золотые подвески, перстни, кресты, различные украшения. Большой интерес представляет собой вотивная шпага. Считалось, что вотивные дары, приносимые в дар божеству, исцеляют и исполняют желания. Эта традиция известна с древних времен. На выставке представлены предметы более ранней датировки. Например, пицунская чаша позднеантичной эпохи 3 века до нашей эры. Не может не привлечь внимание экспонат, который разместился посреди зала. Мужское седло, которое было использовано во время съемок фильма «Белый башлык». Известно, что абхазы – единственный народ, который изготавливал седло на кости животного. Сабля Николая II, врученная военачальником Буденным, концертное платье, в котором оперная дива Хибла Гирзмава была удостоена гран-при международного конкурса имени Чайковского в Москве в 1994 году. Это и много другого интересного можно увидеть на выставке к столетию Абхазского государственного музея, которая продлится до 19 декабря. На Алакове, Леонид Либа, Абхазское телевидение.